Добрый вечер. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск. Амшек Шара, в студии Алиса Шамба. В начале выпуска коротко о главном. Признаны состоявшимися. 17 сентября прошли повторные выборы в Сухумское городское собрание. На верность Родине. Первокурсники Сухумского военного училища приняли присягу. Ажа на сцене. Дебют детского театра эстрады. Саид Бутба и Тимур Купалба избраны депутатами Сухумского городского собрания. 17 сентября в избирательных округах столицы номер 2 и номер 10 состоялись повторные выборы депутатов Сухумского городского собрания. О том, как прошло голосование, нам рассказал председатель городской избирательной комиссии Аслан Дочи. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. Повторные выборы в Сухумское городское собрание признаны состоявшимися. Повторные выборы в горсобрании проводились по причине кончины депутата от 10-го округа Баграта Зантари и избрания Лаши Ашиба депутатом Народного собрания страны. Активная фаза выборов 17 сентября началась во второй половине дня. В итоге во втором избирательном округе явка составила 43%, а в 10-м – 28%. В понедельник городская избирательная комиссия подвела предварительные итоги голосования. По 10-му округу проголосовало 534 человека, по второму округу проголосовало 682 человека. Никаких заявлений, жалоб в ходе голосования не было заявлено ни одной из сторон. По второму избирательному округу количество избирателей по списку 1400 человек, по 10-му округу 1800 избирателей. Во втором округе с отрывом в 48 голосов победил Саид Бутба, и в 10-м округе с отрывом в 124 голоса победу одержал Тимур Купалба. В избирательные участки приходили люди, которые держали в руках, то есть просроченные паспорта, однако они не были нами допущены на голосование в связи с тем, что эти паспорта внутренние абхазские не имели юридической силы. Количество этих избирателей такое было огромное, чтобы сказать, что это повлияло на ход голосования и итоги выборов. В пятидневный срок столичная избирательная комиссия примет решение о регистрации избранных депутатов. Рената Шакая, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Сухумском высшем общевойсковом командном училище начался учебный год. Курсанты-первокурсники присягнули на верность Родине. Позади курс молодого бойца. Впереди 4 года обучения, звание офицера и служба в рядах вооруженных сил Абхазии. С самого утра курсанты готовятся к торжественной церемонии принятия присяги. Необходимо все еще раз тщательно отрепетировать, ведь это один из самых важных дней в жизни будущих офицеров. К курсу молодого бойца допущены самые стойкие и сильные юноши. Впереди у них 4 года обучения в военном вузе. По истечению этого срока они получат диплом о высшем образовании государственного образца и первичное воинское звание лейтенант. По приказу министра обороны по распределению отдела кадров они будут направлены на разные должности в вооруженные силы страны. В этот знаменательный день поддержать будущих командиров пришли их родные и близкие. С принятием присяги курсантов Абхазии поздравил первый заместитель министра обороны Республики Абхазия Беслан Цвижба. По завершении официальной церемонии курсанты принимали поздравления от родственников и делились своими впечатлениями от торжественной церемонии. Сделан еще один шаг в деле воспитания достойных, образованных защитников Абхазии. Новобранцы готовы посвятить свою жизнь Родине. На верность Республике Абхазия и своему народу присягнули 6 курсантов первого курса факультетов пожарной и техносферной безопасности Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. С важным событием всех первокурсников Академии лично поздравил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Владимир Степанов. На данный момент в Академии обучается 31 гражданин нашей страны. МЧС Абхазии отправляет курсантов в вузы МЧС России на основании соглашения между правительствами двух стран, подписанного в феврале 2010 года в Москве. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в программе «Евроньюз» сделал заявление о том, что он будет уважать выбор Каталонии, если в ходе предстоящего референдума ее население проголосует за независимость. При этом Юнкер не исключил возможность членства Каталонии в Евросоюзе. В связи с этим МИД Абхазии выступила с заявлением, в котором отмечает, что существование независимой республики Абхазия имеет моральные, исторические и международно-правовые основания. Как подчеркивается
подчеркивает в своем заявлении внешнеполитическое ведомство Абхазии, мировому сообществу давно следует отказаться от практики двойных стандартов, признавая право на самоопределение и самостоятельное развитие за одним народом и отказывая в подобном праве другим народам. Игнорирование права на самоопределение попирает свободное волеизъявление народа Абхазии и препятствует реализации права на развитие, говорится в заявлении МИД Абхазии. Делегация администрации города Сухум во главе с заместителем главы администрации столицы Леоном Кварчи приняла участие в 11-м межрегиональном форуме крупнейших компаний Южного федерального округа, организованном журналом «Эксперт» при поддержке администрации Краснодарского края и общероссийских общественных организаций. Ежегодный форум крупнейших компаний ЮФО – главное мероприятие, в рамках которого оценивается вклад регионального крупного бизнеса в экономику территории. По итогам встреч на форуме была достигнута договоренность с рядом крупных деловых изданий о публикации материалов, описывающих экономический потенциал города Сухум и Республики Абхазия, для чего в ближайшее время будут проведены соответствующие консультации в кабинете министров Абхазии. Дебют детского театра эстрады «Ажа» состоялся сегодня в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. В основу спектакля легли разные сказки и сказания абхазского фольклора. Алика Трапш побывала на премьере. «Лак-лак сышнеуз» – так называется новый проект для детей, созданный Госкомитетом по государственной языковой политике совместно с абхазскими актерами. Цель проекта – привить детям любовь к родному языку и литературе через абхазские сказки и сказания. В основе абхазских сказок лежат всегда затрагиваются такие вопросы, как проблема добра и зла, чтобы дети на таком наглядном примере могли бы знать, что такое хорошо, что такое плохо. И также, естественно, чтобы у них был интерес к родному языку. В основу выступления театра эстрады легли 5 сказок. «Чина купча Горасакуи», «Видя Ахси Юциски», «Ацин», «Абрыскил», «Наца Сроку и Ира», а также различные сказания. В спектакле «Лак-лак сышнеуз» заняты актеры Абхазского драмтеатра, молодежного и Тхарчалского театров. Такие постановки на абхазском языке необходимы для подрастающего поколения, говорят они. Цель сделать так, чтобы дети, подрастающее поколение полюбили свой язык, ценили и говорили в основном на своем языке. Дети с большим интересом наблюдали за действием на сцене, чутко реагировали на положительных и отрицательных героев. Мне очень понравились сказки, там очень красиво сыграли все роли свои. Мне больше понравилось, как одна женщина птичке помогла. Мне очень понравились эти сказки. Они учат о хорошем и о плохом, о зле и о добром. Детский театр эстрады «Ажа» продолжит свое выступление во всех городах и районах страны. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. И в конце выпуска, как обычно, информация о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем 29-31 тепла. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.